А Залюшка фанат Элвина Грея. И его песни любит. И я была, конечно, ошарашена, когда узнала. Ну да, я. Это очень интересно. Оказывается, Элвина Грея слушает молодежь. Конечно, это очень слушает. странно. Много кто слушает. Ну, как кто Ну, слушает? на татару слушает, башкир не слушает, если не могут. Башкирин слушает. Почему? Ну, сезон, как я вам Ой, ой. Даже хударнет то, офигеть. Мы в твоем возрасте вообще башкирских татарских исполнителей не слушали. Слушали этот It's my life! Доктор Албан. It's my life! Или этот... It's my life. Да? Или этот, как там, Modern Talking. А, нет, не Modern Talking. Модо, немецкая группа была. Как называется? Красивая фара. С Газалью Разовой, которая поет. Да. Прикиньте, даже Азаль, оказывается, весь недаром были. Целый репертуар. Или как называется? Репертуар, да? Какой репертуар? Ну, репертуар Элвина Грея. Полюбил кумир синий, пожалея зря меня. Почему хотя мой сын, наверное, рад мой сын. Почему хотя мой сын, наверное, рад мой сын. А это кто поет? Это поет Фирдус Тямаев. Ты сама слушаешь башкирские татарские песни, да? Ну, А сама говоришь, что за русского хочешь замуж выйти. я вообще-то шучу, я не хочу за русского. Вот. Но за башкира я тоже не хочу. За кого ты хочешь? За татара замуж хочу. Почему ты так, я не поняла, решил? Не знаю, просто чтобы в Казани там жить какой-нибудь. Думаешь, татары только в Казани? Нет, но я хочу за казанского татара выйти замуж. Кызына пипе, син басмаған мин басам. Бас кызына пипе, син басмаған мин басам. Синин баскан ерлеріне мен де келтіріп басам. Синин баскан ерлеріне мен де келтіріп басам. Блин, тебе надо было Пипе назвать. Ты что, дурак, что ли, вообще? Какой пипе, блин? А пипе же не слава, типа? Альберту на пипе, сюда иди. А Пипе Альбертовна. Не могу утра. Халатик отырған болған әлі. Неше халатик отырған? Неше отырайын? Ну, бөлмәй ешіктен де кіші күті что ли? Вот это қайда, кітап не қайда. Ой, Алла. Так всегда. Сығала, ең алдан киініп алады, ұлтырала күтіп отыра. Давно решил быть каша жемейін. Давно бішірген жоқ, Азаль, я бұтқа жемас. Бішірмейм. Какая вкусная рисовая каша. Каша просто обалденная. Ну, түріктер ұшындай каша бішіре білмейді достар. Алардың кашалары просто ужас. Там мен барып анда кашалар бішірхам. Біті әлі каша ғана шамын. Сейге әлі бал қалып тұрып. Лимон алмаған біді. Мен ертам сейге бал қалып тұрып бішірі. Жегілдеп тұрып. Говорят, эти сейге бал қалыр қарамай. Имеешь свойства біті. Итак, дорогие друзья, снова с вами корреспондент башкирская домохозяйка. Новости со стройки. Короче, тут начались уже ремонтные работы, косметические ремонтные работы в зале нашем. Вот там. Тут уже, смотрите, у нас тоже была стена, вагонка. И вагонку надо было обшить также гипсокартоном, зашпаклевать и потом клеить вот такие вот соты. Но, Дултар, почему-то мужики подумали, нашли лучший и легкий вариант. Они решили ничего не клеить, не шпаклевать, а просто взять и на стену сделать соты. Что случилось? Тут чрезвычайная ситуация, Духтар, которые мы заказали соты. Смотрите, они треснутые, пару штук. Вот, смотрите, видите, трещины, они уже сломались. Это или на складе так плохо хранили, или же производитель отправил такие соты. Это вообще сделано из чего, Альберт? Из гипса. Вот, прикиньте, быстренько сломались. Это, скорее всего, на складе, наверное, так хранили, я так думаю. Каждый так, наверное. И каждый так. А уже концепачка дошла. И концепачка нашла. Прикиньте, и в каждой пачке по несколько штук вот таких вот трещины. Скажите, пожалуйста, прораб Альберт,
почему вы решили искать легкие пути? Посмотрите сюда, пожалуйста. Не обшивать гипсокартоном стены, не шпаклевать, а просто взять и на вагонку прямо пришпиндирить. Ну, а как откосы сделать потом? Уже таких не бывает. Чего не бывает? Доборки такой ширины уже. Вы, короче, решили искать легкий вариант, потому что откосов нету, да? Да. Если будут шпаклевать стену и гипсокартоном делать, то стена вот тут вот, она утолщится. И из-за того, что вот тут утолщится вот так, пришлось бы нам делать новые откосы. И строительная бригада не захотела это делать. Не захотелось заморачиваться, и поэтому решили прямо тут и пришпандорить на вагонку. И их сажают на саморезы. Вот видите, вот такие вот черненькие саморезики. На черненькие саморезы вот так вот их пришпандируют. А потом, Дултар, вот это замажут гипсом и закрасят. Вот так вот, короче, друзья, сначала все вот так пенкой делают и прямо на пену сажают на стену. И после этого еще закручивают саморезами. Вот, друзья, смотрите, тут уже все зашпаклевали, видите? Вот, видите, шпаклевкой зашпаклевали, чтобы стыки не были видны. И также, чтобы не было видны места саморезов. Вот, все зашпаклевали. И потом вот этот все соты будем закрашивать в желтый цвет. Почему в желтый цвет, не знаем. Нам так дизайнер Алина сказала. Гениально педикюровали, говорят. У Альберта вообще вот ноготь отвалился аж. Зацепился длинный ноготь, потому что он тоже полгода не стриг. Это, между прочим, правда. Покажи ноготь. Папа, ой, сразу, близко покажи. А что, все уже? Ногтя вообще нет? Нет, вырос. Вырос? Вырос. И кюскин там назад отвалился же. 2 недели. Прикиньте, вот человек до такой степени ногти не стриг, да, что аж этот зацепился за ковер и отвалился. Пол ногтя нету. Вот наш деревенский маникюрный салон. Называется «Деревенские когти». Инна, я пришла. Привет. Как дела? Нормально, идем. Наконец-то дошла. Наконец-то ты на меня это место нашла, блин. А ты у меня, Из знаешь... кроссовок ногти еще не были. Нет, из кроссовок еще не вылезли. Я редко делаю маникюр. Делаю маникюр, конечно, и подкрашиваю, имею в виду, редко. Но вот состригаем только вот такие длинные, Инна красивый такой, какой называется, эстетический? Гигиенический маникюр делает, и все. Вот, вся такая розовенькая у нас Инна. Да, тут уже отрастилась. А может, ножницами сострижу? Нет? Ножницами оно ломать будет, Да? а пилкой мягче оно. Я хотела ножницами состричь, потом времени не было. Даже ножницами состричь. Да. Хотите, расскажу прикол. Инне говорю, запиши меня на декабрь. Она говорит, слушай, говорит, декабрь уже полный, говорит, вообще-то. Я говорю, в смысле? Мне надо, говорю, на декабрь. Она говорит, ну ты же, говорит, по 2 месяца ходишь. Ходи, говорит, по 2 месяца я хожу, блин, с ногтями, отросшими, Ой, блин. 3 месяца, наверное. 3 месяца, нет, 2 месяца прошло. И ты уже нестерпимо, прикинь, да, уже когти настоящие. Ну что, говорит, тебе же не привыкать, ты же 2 месяца, говорит, ходишь. Никого не царапаешь? Альберта уже начала царапать. Кошечка, да? Кошечка. Кошечка. Пришла твоя кошечка, видите? Ужас, Соскребла ужас. сразу кожу сюда. Ой, боже мой. У меня уже начали болеть, прикиньте. Ногти, обувь одеваю, болит. Ногти болят. Когда раньше... Ага, я вон слышала, в инстаграме гуляет прикол, у меня волосы болят. Вот, а у меня ногти болят. Я вот всегда раньше стригла Альберта ногти, потому что он не стриг. Я стригла, пилкой обрабатывала, все делала. Потом маникюр, педикюр ему делала. А потом у меня, вот я блогом занялась, у меня времени сейчас нету, и я перестала этим заниматься. А он тоже перестал вообще, тоже не смотрит, он и так не смотрел. И не стриг, я не стригу, и он не стрижет. И у них, помнишь, я тебе рассказывала, что он ходит, у него ногти отламываются? Да, он просто отламывается. Да, отламывается, и все, дальше довольно ходит. Пока они сами не Да, отвалятся. пока сами не отвалится, вот он и ходит. А вот недавно, короче, у него
ноготь сломался. Ага. Опять-таки, потом вот этот отломленный ноготь, он же неровный же. Да. Он зацепился за палас, он его дернул и выдернул пол ногтя. Ногам хорошо, стало такие красивые пальчики сразу стали. Ядка с покраской новый. Новый фасад. Новый фасад. Нет, просто такие, как будто аяқтан өңге латышқан амақ. Ну прикинь, менің тұрнақтар вообще капец удобно алды. Етіні қырқымағын. Аж прямо такой сақа қырқып алды, қайсы қырқымай қатты до такой степени. И что самое главное, достар, оказывается, менің тұрнақтар до такой степени ней. Кальций гевер дейді, походу дела. Кальций? Ты вообще рыбу не кушаешь, где тебе кальций? Ну, тырнақтар ведь вообще менің 1 грамм ғынмай, шылышыться етмей, раздваиваться етмей, что тырнақ 1 грамм 1 тырнақ қынмаған, 1 нәме болмаған. Это значит хорошо. Рудник алайым? Ал, давай. Альфер уже вот начал красить, вот такой желтый цвет достар будет. А ты что не помогаешь? И кикиша делать нечего там. Эй, кикишига делать нечего нем баше, блин. Мен краску көп расходую. Біз біле енді, что кейін көп расходуешь. Ана клейткенде обойда весь Альферді қойындырды клейман. Бүтін дүнияға сәсіретіп тұрып. Эшләне. А ему не доверяет такие косметические ремонты. Альфер. Потому что Альфер аккуратная шея, а Альберт потом аккуратная шея білмей. Ол шап. Краситіп қоя бүтін дүнияға сәсіретіп. Вот такие работы у нас Альфер делает. Не знаю, вот достар бір слой етер ме екен? Или 2 слой ештарға тұра келер ме екен? Цвет, конечно, интересный. Это сота, балдың сота, аккуратно. Хары төс бұлырға тейшін онысын. Аделина! Привет. Привет. Видим, как Сильей снюхалась, мы не нужны сейчас уже. Нет, почему не нужны? Вы же, блин, я же жду, когда вы скажете, что вы можете. Вы что ли враги? Ой, раньше ты не спрашивала, когда мы тебе скажем, приезжай. Хилеля и Тейню. Хорошо, возьму и приеду. Ага, говори, Илья появился, все, родители не нужны уже, да? Как Флюзена, папа назвать твой Дэвид, что, мама не нужна больше, типа? Ана такси біле хәржі ол, такси бір екенсің тұра білен. Кімге? Аделина. Не, он бай беселя, блок алып бара, аның егіті бай. У тебя мужик же этот, богатый, пускай такси оплатит. Короче, ВКонтакте бір бисекей алған. Типа, әдірек уже бися матурақ ауылын аса болмайм екен. Я понимаю, конечно, она под фонограмму поет, но все равно матурақ ауыл асы болмайм екен. Кісілер прикопались менің қиыш ауылға. Я знаю, что у меня ауылым қиыш, и матурақ асылмай. У меня сразу изгиб идет на одну сторону. Это наша особенность. Бекужиндардың тұқымдары. Менің девичья фамилия Бекужин, и менің атайдың яғынан көптерінің ауыздары почему-то қиыш. Короче, достар, нам надо хоть как-то, но сегодня добраться до моих родителей, которые живут вот на том берегу реки. Біз живем ведь на этом берегу реки, а родители живут на этом берегу реки в деревне Максимовки, достар. И почему мы не можем добраться до них? Потому что, доктор Хабиляха говорит, что у нас закрыт мост. Вы знаете, я уже много раз вам говорила о том, что у нас закрыли Шакшинский мост. И из-за этого проблематично вообще добраться до города. Мы ездим через Восточный проезд по платной дороге, которая стоит, кстати, 100 рублей. Одна сторона, обратно, считай, тоже 100 рублей. И вот мы ездим в окружную. Наш мост, который на ремонте уже где-то месяца 2-3, наверное. Многие люди из-за этого ездят на электричке. Добраться до города стало очень сложно. И сложно для тех людей, которые в основном работают на том берегу в Черниковке. Вот там вот у нас Черниковка. И в основном все заводы УМПО, нефтеперерабатывающие заводы, все на той стороне в Черниковке. И людям, которые живут вот на этом берегу, Иглинский район, Уфимский район, им вообще очень тяжело теперь добираться до работы.
И прикиньте, некоторые вот кружат, такой огромный крюк делают, чтобы доехать до работы, да. А некоторые вот приезжают вот сюда вот на речку и переправляются на пароме. Вот, кстати, у нас паром, видите, вот такой вот у нас маленький паромчик, там я не знаю, сколько машин вмещается, он переправляет вот машины на тот берег. Из-за того, что закрыли мост, теперь цены на такси подскочили. И прикиньте, если раньше мы доезжали до города за 600-700 тысяч, то сейчас такси стоит где-то 1800-2000. Уже очередь выстроилась из автомобилей. Они хотят все переправиться на тот берег. Уже Закиагай приехал за нами. Он будет ждать нас на том берегу на своей машине. Заберет нас, а мы машину оставим здесь. Потому что большая очередь. И нам пришлось бы ждать, если на машине переправляться часа 2. А не, вру, час, наверное, да? Сейчас надо. Сейчас. А с той стороны еще больше, наверное. А с той стороны, уже обратно, когда домой ехать, мы бы попали в то время, когда люди возвращаются с работы, и мы бы точно не смогли бы уже переправиться. Паром прибыл. Паромдың есімі Александрит. Мына машиналар уже yarım sağa başlanылады. Анда екіншілер уже күтіп тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мне хатар оқшайды. Кстати, проезд бір кішіге 35 сом. А машиналарға бет машиналарға ма? Машина стоит от веса семерки где-то 70 рублей. А как наша машина 250 рублей стоит. Все зависит от веса. Ладно, кішілердің не зависит от веса. А то біз бұнда не 35 түлерінік, а все 350. Врач скорой помощи, достар. Вот сразу так врач скорой помощи. И прикиньте, мен а вас бесплатно возим, и прикиньте, оказывается, круглые сутки их возят. И даже ночью паром, оказывается, их возят. Скорой помощь тарда, да? Да. И что, а ночью же паромом нельзя, считай это. Нет, они после 7 часов для гражданских не работают. Ага. Вот, а потом начинают для нас работать. Ну, для нас круглые сутки работают. Ага, и пожарных тоже. И пожарных, да. Все спецслужбы. У вас работа же тяжелая Тяжелая. вообще. Привыкаешь, со временем. Дай бог здоровья. Спасибо. И долголетия. Спасибо. И терпение. Спасибо. Работа-то тяжелая же. Мы же в детстве, пока родители не развелись, жили на доке. И рядом с нашим домом тоже была речка Уфимка. И мы почти каждый день, когда были детьми, переправлялись на тот берег. Просто так тупо катались. Заходили на паром и переправлялись на тот берег. А потом обратно. Прикиньте. И вот сейчас я села на паром, и мне так интересно стало, как будто я в детство вернулась. Машиналарды индіріп тұралар, кері шығарып тұралар вообще. И мына тағын бір мына скорый кетті, достар, көрәхедім ма. И мына уже бұндай көрәхедім көпі машина. Офигеть. Целая цепочка үстен түшіп келе Максимовка аяғынан. Ана же родители Максимовка достар живут. Ана Закиағай киген қаршаларға. Хәдір. Сау мısın? Оста, Закиағай, миы қыстырып алған. Бітіге қары қашы аша өтіп кетіп барады. Әсетті қарықтан аш пішірдің. Пішіргендір. Әдін әл бірге сөйтсін қарықтан аш пішірдің керегі ажарға дейін. Шыға бір епірті ұғып паром ашасы ғып. Мен едім кафеға ені башайдар, мен едім кафеға ені башайдар. Кафеға ені башамадық, біз келдік. Закиағай айтты. Мен Закиағай айтым, әсей арғы итінен аш пішірім түйетті. Yok, что ли? Бар. Сәлем. Паром неме? Без приседания істеніп. Цветковтан берділер. День матери етіп келетінлер. Әйшайма. Мен кішілерді әрді реклама іштарымдан айтам. Нешеп әсейдерге мен айтам, День матери сәске бұлай кетмейді, харандай сәске бұлай кетеге. Реклама іштарымда жану. Мен айтам, блин, мен өзімде бұлай кеткен Творожник, Закиағай пішірген. Бригадир мен мында, емек тіршіді. Закиағайла қара миық киіп берген. Бұятмадым әлі, бұятай берем әлі. Теше Закиағай айтқан бұл күтіп тұрайды
де 12 күнден машина настоящий қара миыққа айланады ау бұл. Опять сұлыры башка. Мен де тоған бар ол, болда тоған. Күнде 1 килограмм тағам. Турцияға барып, мүмкін де 10 Мен мағу бір күнде 5 килона бірай. Мен әлі арту қайттым тұрша. Не, мұнан дейді, эстетика шығарар. Ошақты. Солай Арғы шуны бересің. Маған болды бүтен. Береді. Не, тенден істе ошады. Метім, мұна бұл тәмі. Севар эпесап. Анда бұлығаны мен ашып қайтырген. Фрукты, овощи. Машина кейде барам. Сөз көрдім нағыйтып. Сөз көрдімде жол вақытта ұшып жерімде қыр күйтіп қалдым. Мен шында едім. И сразу ауырта баштаны. Ауырта баштаны. Мен шында едім. Мен айтам, все, капец бұл. Мен айтам, бұл бірнеме болды деймін. Екінші өйті сауғам аяғыма түсіп кетті. Яңынан ғыздай баштаны нағыйтып. Шағын мен айтам, мен баштып деген вақыт әсәй балысқа келіп менге хөйлеп кеткен. Ана Милоша бір қатын қайттай. Сөз көргенде инвалидный хәзір кресло өріп атады деп. Öyle sen bilen, şunu kesişti. Шуны менге хөйдеп кетті мен баласа деген. Мен анда ешесін тұтқанда күлі алмайым, хинге айттым күлдірме дейнім. Сол историяны подписчиктарға хөйдейм. Мен айтам, әсей мен айтам келгенде мына сөзкөр иптеп сөзкөр деп айтты Милоша. Сөзкөр һәм билген қаларға маршын деп. Мен еше көріп шуны хөйденім. И өзім шулай болдым да қойдым. Короче, ауыры болған сөзкөрге лучше яғылмай. Ауыз что-то берген. Кімді хин ме кім? Мен де шулай сөзкөр. Мен барам кеше болмаса кеше болса. Biz үйге яңғырау. Мен де шулай сөзкөрем. Шунан еще Азалияма Альберт qottары ұсып кетелерді. Жәке ағай, генетик тесті хәдгер әмел ебердім. Оны сүлезлер bir kotan kiydi bora iki bolasını yerken Zeki Ogay Nihal'de o heyt oğanım evet bin tıkında bulaşan beti çıktım arabı şekilde min kotan kız kursametinde bola Nihal'de Atın kızgülhen bedindim gitti. Ne bolsa ne olama ulbeti öldü. Milöşe neydi bette genetik boyunca siz neydi olgansız iken hamin bitinde ras taramazmay bitim ellemedim. Zeki ағай еще алмаған. Yok. Şulay ettik duram. Zayıkası sebata bulay da zayıkası. Zeki ағай вообще даже білмей, генетик тесті алмаған, результатын білмей, әбі даже бүтін кішіге өйде өттік аның результатын. Benim rezultatım aldık bunu. Boş kırt meken, totar meken de. Men 500'den işensin. Yılını Ivan Groznikov'dan kuzada küçüp giden kişi ve men totarmın dedi. Şişme totar. Хорошо, şu denirse ki şu kızlar haber benim yeni nasıl gittim öyle şeyler. Men bilmem de. Şabuniyeler girdi orada. Tuğluk şu arada. Genetik test келді бет. Хеңелер әмел айтман üstü. Yok, ben unutkandım indi. Оста қалай? Siz de burada секретçi Қиын болды. Теге вақыт біз бетенде озвучивать еттік бетенде результаттарын достар. Рамиль оказывается әсегеле айтмаған результатын. Зәке ағалай айтмаған. Біз уже бүтін инстаграмға хөйдеп өттік. Представляете ма? Kozak kılıp çıkarsınız mı? Siz kozak kılıp çıkarsınız. Yok biz қалаттық. Біз әсей 100% башқұрт. И мен 100% башқұрт. Альберт Хикен 9% татар. 7% башқұрт, 4% марай. Bunlar Моры şu var bizden kolda var bitti bütün sene потому что biz birge gitken biz niçe bu anda 7-8 bun может быть Моры karşı algan bulur ben kortatay. 100% татар. Tatar. Хин 100% башқұрт, Зәке ағай 100% татар. Мына sen 50% olmuş. Tutturab alam. Зәке ағай доктор күн хайын акасы шай Расторопша шашай. Күнне бір тапқыр. Әсәй ол Расторопшаны үйде ішлеген. Представляете, собственное производство. Made in Фериде. Семена, трава башкирияны. Но бізде теген атомелла бар еді ол Расторопша. Мен анан да алып ашайын Расторопша. Ол капсуламен jutаған. Бауырды тазартырған. И бұл нейтем мына Расторопша деп ядып қойған.